ТикТок-шоу на Новом радио. Ты включаешь, мы включаем, он включает, она включает. И, в конце концов, кто включает? Умит, представь, сейчас Давай. мы говорили про кино, и кто к нам пришел? Звезда кино. Ты смотри, она ж сидит вот тут, вот это самое, как его, прям вот отсюда вот. Да, это какая это сторона она. с меня? Я ее видел где-то. Я В переволновался, каком-то смотри, она с какой стороны от меня сидит? С какой? Вот эта рука, это правая, да? Да, она сидит справа, друзья, это Тахмина Раджабова, здрасте. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Как вы? Спасибо, все хорошо, спасибо за приглашение. Мне у вас так нравится. Чувствуешь, сразу вот это началось, в роль вошла девушка. Что, да? Нет, я если честно, я очень... Если честно, очень честно... Ладно, у нас сегодня вечер тавтологии на Новом радио в ТикТок-шоу. У нас сегодня рубрика «Логопед». Рубрика «Логопед». Итак, уважаемая Тахмина Раджабова, произнесите, пожалуйста, правильное сочетание СТЦ. СТЦ. Лестница. Лестница. А вы меня для этого пригласили? Скажите быстро скажите 2 рояля. 2 рояля. 2 рояля. Ну все. Можем начинать. Это она. Все, тест пройден. Друзья, Тахмина Раджабова в ТикТок-шоу. Эй, всем привет еще раз. Здрасте, Тахмин, как добирались? Вы знаете, сегодня такой интересный день. Мне так повезло, что у меня в вашем здании на 3-м этаже была фотосессия. И так удобно, и так хорошо, что я быстренько спустилась на 2-й этаж. Так удобно, что на 20 минут просто позже спустилась. Как лестница у вас же лестница, как в этом, в буддийских храмах. Да, это вот это, да, которая спиралевидная. Причем она не заканчивается никогда. Уважаемые слушатели, чтобы вы понимали, я здесь в студии одна, а их 2. Вообще-то вас... Ах, вы мужчины! Вообще-то вы тут не одна. Привет! Нас смотрят? Да, нас смотрят. Ах, это восточное красноречие, пишут нам. Ах, это восточное... Привет, пишут нам. Вот, друзья, Тахмина Раджабова, восточное красноречие и немножко о таджикских фильмах. Скажите, пожалуйста, какой ваш любимый личный таджикский фильм? Ну, какой? Ситарагои. Так. Ну, подскажите дальше. Нет, вот Заривка, ваш любимый фильм. Заривка. Мой таджикский любимый фильм — это Ситарагои Саританур. Я же должен был это знать, да? Да. Ситарагои Саританур. Это получается, если в переводе, звезды над тандыром. Если дословно, звезды головы тандыра. Звезды головы тандыра. Там тандыру кто-то влепил, наверное, с разбегу. Звезды из тандыра, может? Звезды из тандыра, может, на самом деле? Ну, можно так, да. Можно так сказать, да? Расскажите, пожалуйста. Да, мы хотим знать об этом фильме что-нибудь. Ну, вы знаете, об этом фильме знают многие. Что мне нравится в этом фильме, что используется именно, знаете, вот наша повседневная разговорная речь. Да? То есть вот бакавлига магар забони тоджики худамон кати лахджа кати гап мезана. Хамихел дидани боб. Маленький такой, можно сказать, вот из фильма кусочек, когда девочка маленькая плачет и говорит «Кодире! Кодире!» Это типа Кодир? Уберите камеру, вообще-то я в образе. Смотрите, вообще-то пишут «Прекрасная Тахмина». Так похудела. Спасибо большое. Ой, мне так приятно. А вы говорите, камеру убери. Это видно. А сейчас еще мои волосы, эти кудри сегодняшние прикрывают. Да. Опять прикрывают. Где у вас логопед? Прикрывают. Уважаемый логопед. Как хорошо, что на 4-м этаже делали кудри, да? Как раз есть салон красоты. Значит, на 4-м ей сделали кудри. На 5-м была фотосессия. На 2-м. Спустилась на 1-й и вспомнила, что на 2-м радио. Как всегда, гласные тянутся, пишут. Это очень хорошо или очень плохо? А когда гласные тянутся? Да. Ну, я думаю, это хорошо. Это очень хорошо. Это как умеет? Знаешь, это когда гласные тянутся. Умеет. Вот так, что ли? Нет, не так. Это как? Умеет. Умеет. О, круто. Умеет. А мне это нравится. С вами, друзья, Заривка, Умеет и Тахмина. Это ТикТок-шоу, друзья. Можете задавать свои вопросы. Заходите к нам в прямой эфир в Инстаграм. Окей, newradio.tj. Мы здесь, мы с вами. Будем зачитывать вопросы, естественно, и задавать свои. Тахмина, инсайт, да, мы знаем, что вы, значит, готовите некий проект, очень крутой, очень масштабный, очень такой здоровый. Да. Давайте буквально пару слов о нем. Так, бегло хотя бы, давайте. Что за проект? Кто, значит, самое главное будет в нем участвовать? Кто будет главным героем?
Смотрите, ребят, на самом деле это этот большой проект, это моя дипломная работа, которую в этом году, к сожалению, я снять не смогла. Почему? Все ссылается на финансирование. В этом году мне удалось найти всего лишь 70% финансирования фильма. Оставшиеся 30% тоже основная часть, это заработная плата, которую мне не удалось в этом году найти. Но что радует меня, что те спонсоры, которые проявили желание со мной работать в этом проекте, они сказали, со следующего года, с мая месяца будет финансирование. Да, будут работать. Ну, круто. И сейчас, так сказать, вот этот промежуток времени, который у меня есть, он очень хороший, идет подготовительный период. Кастинг я еще не объявила. Всем слушателям, которые сейчас слушают, потому что мне в директ очень часто пишут: Тахмина, вот мы хотим играть, мы хотим сниматься в вашем фильме, как быть? И я как бы всем отвечаю, ну не всем, да, там, кого я знаю, я отвечаю, что ждите, скоро будет кастинг, я вас приглашу, и приходите обязательно. Так вот, также я хочу объявить всем желающим, которые хотят себя попробовать в качестве актера, актрисы, когда вы увидите на моей страничке объявление о кастинге на мой проект, приходите, я с удовольствием выслушаю вас, поработаю, посмотрю и постараюсь найти место в своем проекте, чтобы вы себя попробовали. Заривка. Чувствую, стану актером наконец-то. А можете сделать такой тизер небольшой, о чем будет фильм? О, вы знаете... Такую интрижку сделаем? Интрижку сделаем, конечно. Я, знаете, так скажу, что эту тему в нашей стране, так, в республике Таджикистан, еще никто не снимал. Об любви, что ли? О космосе? Вы знаете, какой фильм без об любви? Поэтому, конечно, об любви. Конечно, о космосе. О космосе, да. Хотя, по-моему, если даже снимать о космосе, будет об любви немножко. Об любви немножко, да. Везде любовь, вообще все создано. И свекровь будет там в космосе за Келинкой. Келин? Нет, из иллюминатора. Земля в иллюминаторе. Келин, возвращайся быстрее. А мы чего мешат? Пишут нам в прямой эфир в Инстаграм. Скажите, Тахмина, с какими зарубежными звездами вы встречались? Так, зарубежными звездами. Хорошо. Все, что за пределами Таджикистана, это считается зарубежными звездами. Да, поэтому погнали в Кыргызстан. На кинофестивале... Нет, подождите, не обижайте меня. Не обессудьте. На кинофестивале в Индии, Гоа, это International Film Festival в Индии, который проходил в Гоа, куда я была приглашена в 2013 году, мне удалось увидеться, встретиться и даже поговорить с Шахруханом? Нет, с голливудской киноактрисой. Сейчас. Стоп, Приянка Чопра. Нет. С голливудской. Нет. С голливудской? Мишель Ео. Это актриса, которая сыграла в «Мемуарах гейши». Это она самая? Она, Мишель Ео. Ничего себе, человек повезло. Также она играла в фильме «Мумия». Ну, не очень много кинокартин. Смотри. В общем, у меня даже есть фотография, могу вам предоставить, потом поставить ее. Пруф, нам нужен пруф. Но смотри, Зариф, как повезло Мишель встретить Тахмину. Ой, вы знаете, даже такой интересный момент был вообще. Ну вот, смотрите, каждый из нас по-своему, так и скажем, да, звездочка. Ну, позвольте мне сегодня назвать так, я человек скромный. Что там позволять? Вы реальная звезда. И смотрите, я на кинофестивале смотрю на Мишель Ео и хочу дойти до нее и сказать: можно с тобой сфотографироваться? За мной индианка идет девушка, которая на кинофестивале была волонтером и хочет со мной сфотографироваться. Я дохожу до Мишель Ео и на английском языке объясняю: hi, can I photo with you? И она мне говорит: yes, of course. Мы фоткаемся, она отходит, подходит ко мне индианка, говорит: can I photo with you? Я говорю: with me? Yes, with you. Окей. И ну, к индианке... кто я на этом кинофестивале, пока меня там никто не знал? К индианке, значит, подходит бельгийка такая: can I photo with you? Фото, да, немножко фото. Потом подходит мексиканец, потом подходит, значит, таджик в какой-то момент такой: бачу? Ты что, сынче? Художен даниш мова гап нарасад газде. Тахминажон, қалайсың? Яхшы. Яхшымыз, дұрысымыз. Қуана бала шықты. Амал яхшы. Яхшы, Роман, қош келіпсіз эфирімізге. Джонли эфир, өзіңіз біласыз. Все, да, словарный запас закончился? Ах, вы умеете. Ну, хорошо, ладно. Это я умею. Мерхаба, ну-ка скажите на турецком. Мерхаба. Ага, сіз насылсınız? Жақсы. Ташаккир эдерем. Сіз насылсınız, вы должны меня спросить. У меня немножко казахский сейчас врубился просто. Ага. Я на какую-то треть свою казах просто. Я тоже могу. Давай, кинь кулачок, круто. Ваш самый любимый голливудский фильм, спрашивают у нас в прямом эфире. Ну, смотрите, да, понятное дело, моя вот эта вот необъятная любовь к голливудским кинокартинам, потому что действительно они могут снимать кино, да, ну и Европа, соответственно. Не может такое быть, чтобы картина была любимая одна. Вы знаете, вот у меня
две очень любимые кинокартины исторического жанра. Это, получается, «Две королевы», так, где играет Марго Робби. И вторая точно такая же вот эта вот историческая кинокартина, которую просто вот я люблю пересматривать, это «Царствие небесное». «Царствие небесное» — это что-то с чем-то. Вот тут, поднимаю руки, это действительно крутая тема. Ну и «Две королевы» то же самое. Посмотри, кстати. Надо посмотреть. Да, ты смотрел «Царствие небесное»? Да, конечно, это как раз фильм режиссера Ридли Скотта, у которого в этом году с интервалом 1 месяц вышли сразу 2 фильма. 2 фильма, да. Последний Гуччи, Дом Гуччи и второй, я сейчас скажу. Рыцарь, поединок. Последний поединок. Последний поединок, вот, да. Что такое, да. Определились? Красавцы. Наконец-то. Вот оно. Атмосфера, да, вот это вот единая волна, как говорится. Как это по-таджикски? Одна волна. Ягмауч. Маучинау. Дарнау. Чтобы я еще не забыла, Умет, вот и к продолжению этому вопросу есть еще один такой фильм, который я тоже хочу порекомендовать слушателям, чтобы они посмотрели. «Опасная игра Слоун». Это, кстати, это кто не смотрел? Вот Джессика скажи Честейн играет. Ты не смотрел? Боже мой. «Опасная игра Слоун», да. Тоже одна из моих любимых кинокартин, которые я люблю пересматривать. Надо посмотреть. В 2 словах. «Опасная игра Слоун». Да. Это когда шахматист слоном не так ходит. Он, когда начинает кидаться. Ухи мои, ухи. Мы продолжаем. У нас в гостях Тахмина Раджабова. И вот такой вот, значит, вопрос. Так, смотрите. Во-первых, пишут, шмо яхтаде. Шмо яхтаде вообще. Шмо яхтаде. Да, шмо яхтаде. Так, следом вопрос. Значит, дуазда соли интизори кисми дуюмаш мебродми. Будет вторая часть этого фильма? Вообще-то этот вопрос не ко мне, это вопрос должен быть к Муидину. Но так как я знаю, вот эта вот «Доза соли интизори» картина, она такая уже снятая, то есть законченная. История уже закончилась. История, да, законченная, то есть. Хотя это в руках режиссера, он может повернуть как хочет сюжет. Что захочет, то и будет. Да, но я скажу, что 6 частей в Ютубе есть, пожалуйста, заходите смотреть. Сколько? Ну, его разделили на 6 частей по 30 минут. Вон оно, что? Да, может быть, это интересуется вторая часть. Нет, вряд ли. Так, Тахмина красавица. Умит, привет ей передай. Ну что, привет? Привет. Привет. Рахмат. Да, друзья, мы едем дальше. Значит, о чем мы говорили? Об чем? Об кино, об любви. Об любви. Об кино, об любви. Об космосе. Об космосе. Смотрите, значит, возвращаясь к вопросу о вашей дипломной, да, получается, стало быть. Вы занавес вот этот не приоткрыли нам. Значит, об чем будет фильм? Не совсем приоткрыли. Хотим знать. Так как я сказала, что тема очень актуальна, ее никто не снимал. Это получается, я не ошибаюсь, я не могу ошибаться, потому что мы говорили об этом с нужными людьми. Вот, значит, о чем именно эта тема, я пока не хочу раскрывать и говорить, потому что нужно будет мне показать это. То есть я хочу, чтобы люди пришли в кинотеатр, да, худохуат, чтобы был такой день в моей жизни. Дай вот, бог видели, будет. Да, мою вот эту вот работу большую. Вот. Но фильм должен получиться очень интересным, многогранным и не похожим на другие кинокартины. Отлично. А вот мы можем с Зарифом сейчас просто накидывать наводящие вопросы, а вы будете говорить да или нет. Да? Давайте сыграем в эту игру. Итак, начинай, Зариф. В этом фильме есть свекровь? Она есть, но фактически ее нет. Да, есть. Она есть, да. Нет, ну подождите. Отвечаем только да или нет. Отвечаем только да или нет. Только да или нет. Не, ну так нечестно. Да или нет? Да или нет? Ну ее нет фактически, она просто для галочки. Но она же есть. Получается, есть. Хорошо. В фильме есть самбуса? Нет. Ага. В фильме есть перестрелки? Нет. В фильме есть разбитое сердце? Да. В фильме есть девушка, главный герой? Ну, женский род, да. Ну, не девушка, а женщина, да. Окей. Девушка выйдет замуж за другого, потому что родители заставят ее? Нет. Она сбежит со своим возлюбленным? Нет. Она не сбежит со своим возлюбленным? Нет. Зомби, они покорят весь мир или нет? Захватят мир или нет? В этом фильме. Все-таки вы угадали, да. Все, про зомбаков фильм, друзья. Про зомби фильм. Нет. Все, мы все поняли уже, без толку там отнекиваться. Так, единственный фильм, который я с удовольствием посмотрел, это «12 соли интизори» был. Уважение и поклон такому актерскому мастерству. Лайк. Это вот вам. Ой, мне так приятно. Ваш адрес. Телефон
Телефон можно на меня? Давайте, Потому что прям нужно всё, вот вот. на этот поклон сделать то, что такое. Это шакур, ташакур, ташакурлар, ташакурлар. Да, Култрик, кстати, у вас замечательный. Хороший салон. На 4-м, да, он был? Так, есть еще один вопрос. Задает, значит, вопрос участница битвы блогеров. Так, Так, Мина, если бы вы могли вернуться в один день из своей жизни, ничего не меняя при этом, чтобы просто его прожить, то какой бы это был день? Очень интересный вопрос. Вот вернуться в тот день, в котором вы бы ничего не хотели менять. Вот вы просто бы вернулись, чтобы его прожить. Вот какой бы это был день? Скажите, что сегодняшний. Сегодня. Прямо сейчас. Ну, если быть честной, нет, конечно, нет. Если быть честной, конечно, это те дни, когда отец был жив. Да? Я часто вспоминаю эти дни, да. Я знаю, что не надо о грустном, но если мне задали такой вопрос, я вправе ответить на него. В целом, смотрите. Да, это те дни, когда папа был жив. Мне очень хотелось бы. Я думаю, что все-таки это не о грустном. Это же о счастливом. Да, это счастливые воспоминания. Это счастливые воспоминания. Да, совершенно верно, да. Все. И, как говорится, когда о человеке вспоминаешь с улыбкой на лице, там, на том свете, ему легче. Да, согласна. А когда плачешь, ему, естественно, душа тревожится, Да. беспокоится. Да. Спасибо большое, хороший ответ. Так, давайте без спойлеров, дайте посмотреть. Не, уже все, там спойлер, там будут зомби. Ничего они захватят весь мир. подобного. Погодь, я знаю, о чем этот фильм. Так. Сейчас да или нет скажете. Окей. Теперь смотри, значит, далекий 2050 год. Так. Окей? Ну что я... Новый Душанбе. Новый Душанбе. И внезапно вообще на мир, вот просто ни с того ни с сего обрушился вирус Кайно. Понял? И все стали кайношками. Яд свекрови превращает всех в зомби. Да, яд свекрови превращает молодых девушек в свекровь. Уже старую свекровь. Не, вообще ничего, то, что я тут справа сижу, да, как бы режиссер этой картины, ничего, да? Тогда заберите ваш сценарий. Да. Больше не будем читать. Даете нам почитать сценарий на весь мир. На самом деле, было бы круто, если бы кто-то из наших таджикских, значит, деятелей искусства, кинематографии, да, заснял бы что-то в этом роде, Зариф. Что, в далеком 2050 году? Что-то вот в жанре фантастики не хватает. Вы знаете... И хоррор. Хорошо, ладно, немножечко открою вам, так, слегка. Ага. Да. Значит, соответственно, как режиссер, уже, который вот я иду вперед, да, у меня, соответственно, на будущие 5 лет вперед есть план. Ух ты. Картины, которые я должна снять, идеи, над которыми уже нужные люди работают. И есть очень интересный сценарий, пока над которым я размышляю, снимать ли его. Сейчас вы скажете, ничего себе разошлась, ты сначала диплом свой защити. Не, ну нормально, мы такое приветствуем. Защитим. Худо умрдуда бушет, защити. Конечно, почему? Да. Но вот о фантастике, спасибо большое. Так. Вот о фантастике немножечко. Интересно. То, что, это такая тема интересная. Вот, вообще, если я сейчас расскажу, я раскрою, получается. Вот Она смотрите, догадалась, да? я сейчас немножечко была бы в ракурсе. Ладно, не буду обижать девочек, ладно. Хотела сказать блондинки, но не буду обижать, ладно. Не, ну что, блондинкой быть круто, по-моему. Круто, да, совершенно В общем, верно. ждать нам Есть у и меня фантастических идея фильмов. насчет немножечко фантастики, потому что вот тут мозг у меня так работает в жанре фантастики, что-то я должна такое сделать. Круто. Поэтому у меня намечается, это чуть дальше, может быть, через года 4. Супер! Значит, все-таки, Зариф, мы дождемся таджикский фильм про зомби. Но это не та фантастика, которую вы будете ждать. Космос и там Кайнох, Космос Ба, и Земля в иллюминаторе, Келим Парис. Нет, это не то. Да, однако. Человек, нет пути домой, таджикская версия. Тахмина Буче, нет, что? Нет пути домой в Кишлок, я бы с удовольствием посмотрел бы такой фильм. Но это отсылка к Человеку-пауку. Типа, понимаете, Келинка стала, значит, да? Келинка новая, но стала нет пути пулять домой. паутиной. Так. И это мы после этого гоним. Вы же хотели жанр фантастики? Мне нравится это. Келинка, которая пуляет паутиной, лишь бы... Да, они кайной. Да, раньше келинки, они паутину убирали, а теперь ими пуляют. А теперь ими пуляют. Убирают и запасают и пуляют. Да, они ее собирают, понял, да? ее, да? Слушай, Сами знаете раскрыли как? секрет. Знаете как? Подождите, вот на самом деле, вот моя идея, вот этот фильм, где фантастика, я хочу сказать этим фильмом. Так, что? То, что у меня в голове. Это не такая фантастика, которая... да? Это... Ой, страшно. Там очень страшно, да? Вот. Хорошо. И вот этим фильмом я хочу сказать
народу, ну, это так, когда придет время. Время придет. Ну все, мы надеемся, что мы дождемся, потому что время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Да? Так быстро? А вы что хотели? Поменьше шатались на втором и на третьем этаже? Поменьше были фоткались. Поменьше бы вот на четвертом там локоны свои завивали бы. Вы и так красивые на у третьем нас. фотографировались бы, на втором посадку совершили. Ну, тем не менее, Тахмина Бычаева, спасибо большое вам за беседу. Это было круто. Вообще приятно вас постоянно видеть. Такой вот лучезарный, улыбчивый, глазки горят. Смотри, локоны туды-сюды. Это же хорошо. Это классно, когда у человека хорошее настроение, и вы делитесь им с нашими радиослушателями. И вот, так как вы все-таки у нас в Инстаграме имеете огромную аудиторию, да, хотелось бы задать вам вопрос. Потому что у нас есть рубрика такая. Ваш личный лайфхак, как продвинуться в социальных сетях. Личный лайфхак, которым вы пользуетесь. Как быстро набрать аудиторию? Что для этого нужно делать? Мне кажется, быть очень честной. Очень честным? Да. Очень честным? Да, и Уметь быть честной. Я буду честной. Буду честной, быть очень честной. Вот, честной, да. Та аудитория, которая построена на доверии, она очень долгая, длительная, и от тебя не отписываются, и наоборот идет наплыв. Отлично. Я думаю, как-то так. Вот мой личный лайфхак. Супер! Спасибо большое. Друзья, вы все слышали. Самое главное быть честным, самое главное быть открытым со своими слушателями. Тахмина, большое спасибо, что вы пришли к нам, поделились, значит, тем, что у вас на сердечке, поделились тем, что у вас в голове, тык-тык-тык, вот это вот обрадовали. Да, тем, что будет все-таки таджикская фантастика на нашем веку. И что мы вам можем пожелать? Только удач, только успехов. Спасибо. И с нетерпением ждем премьеры вашей дипломной работы. Аминь. Спасибо, ребята. А теперь идемте на первый этаж. А теперь все давайте на первый этаж. Друзья, это было ТикТок-шоу Ребята, вам также спасибо. Умит и Тахмина Раджабова. ТикТок-шоу на Новом радио.